Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшипшара. Сегодня в программе «Виновные должны понести наказание». Собрание общественности в Сухуме. 20 протоколов за 20 минут. Рейд УГАИ МВД в столице. Сегодня в Сухуме состоялась встреча общественности, участники которой осудили факт разбойного нападения на магазин «Через», имевшего место 8 июля на набережной Махаджиров. Во встрече принял участие президент Рауль Хаджимба. Репортаж Ирины Ашпа. Днем 8 июля на магазин турецких сладостей, располагающийся на Сухумской набережной, было совершено вооруженное нападение. 7 на тот момент неустановленных лиц, угрожая огнестрельным оружием, требовали у продавцов и хозяина магазина денежные средства. Получив отказ, преступники нанесли телесные повреждения владельцу магазина и его другу, находившемуся в тот момент рядом. Затем злоумышленники скрылись с места происшествия. Как известно, личности преступников установлены. Один из них задержан, остальные в розыске. Данное преступление вызвало в обществе большой резонанс. Помимо того, что нападение совершено на наших соотечественников, приехавших из Турции на свою историческую родину, поражает дерзость преступников, которые средь бела дня, без страха быть увиденными и наказанными, совершили преступление, отмечали в своих выступлениях участники встречи. Как такое могло произойти и что необходимо предпринять, чтобы не допустить впредь такие происшествия, задавали они вопросы. Министр по репатриации Беслан Дбар, обращаясь к участникам встречи, выразил надежду на открытый, откровенный разговор. Арейш дурут, жлар парламента депутат. Арейш дурут, ейцер дуру, хапсу бизнесмен. Мрагуларах пепсна гана хала яхгоза. А китен хамлю гана хала еха. Сджаба дут заласт. Убарт еха рукша мукша yiqwa kitaka. Убра уса злота хчарак, убра изаола фахо. Нас гидарубарт. Хинткара бюджет ялваргалу, агрогонусагу, да чершвик рагара, убас агразлоу, а бизнесмен шабрей хаур, харт аурус хинткари чунби хауат скора раяхтах хазону юзр, агзатрик ятаху хайдгалан, абарт хаджинджу ашлаку илгана, патула хатырла хразнер убрёк вахда чулска тахзанаскуяна. Как отмечали в своих выступлениях представители общественности, малочисленный абхазский народ, национальный язык которого причислен к исчезающим в мире, не имеет права на такие инциденты. Такого рода факты необходимо пресекать, а виновных строго наказывать. Ихто, ишахтоиш, хажлари нырмба, хара, агухшара хажлары джабхахун биштахвы. Мы требуем пофамильно и поименно назвать этих нелюдей. Страна должна знать своих героев, которые возомнили, что им позволено будет решать судьбу репатриации и самого максимально строгого их наказания. Это потомки тех, у кого в свое время отняли родину, которые они путем неимоверных усилий вновь обрели. На встрече выступил президент Рауль Хаджимба. Глава государства отметил, что по отношению к произошедшему инциденту все должны проявить единство и все вместе строго осудить факт разбойного нападения. Кроме того, как подчеркнул Рауль Хаджимба, работа правоохранительных органов должна получать всеобщую поддержку со стороны общественности. Все, кто участвовал в нападении, понесут ответственность в соответствии с законом, убежден президент. Шара шизлачагоз зара еха хинткарц жаава усу ас азнища еха ецэ жецэ я харшуа бартазараха бас рыцбараджа хинткарра абьяра шарцур ялган яхгаз
уаҵәы иҳәынҭқарран иҟалаӡом. Ҳара иахьа абра ашора иҟоу аҵкьыс ҳаҩныҵҟатәи аҳәынҭқарра аполитикатә шора еиҳахеит. Ҳара ҳаибаҭахымкәан, ҳара пату ҳзеиламкәан хаҟаҵара ҳаҿуп. Ҳашьцәа рырхәынҳәра акыр шықәса ҳазгәаҟуам. Аибашьра иалагаанӡа зегьы араҟа итәоу абжеиҳараӡа ибзиаӡаны ишәдыруеит. Уи иалахәыз, ааигәа игылаз ибзиаӡаны издыруаз шәоуп зегьы. Дызусҭазаалакгьы аӡә ибжьы ҳаҳандаз, даҳбандаз ҳәа ҳазгәаҟуам. Ианааилак рышьапы иқәмыргылаз акәын иҳарныҟәартә, ҳара ҳрыцныҟәартә еиԥш аҭагылазаашьақәа ҳаԥаҳҵон. Аибашьра аҽны иналалга нахыс ҳашьцәа Ҭырқәтәылантәи ихыҵны имааӡе, ара имԥсӡоз, ара ахәрақәа рмоуӡоз, иахьа ԥыҭҩык анцәажәо, уара ирҭаху абра изааи абарҭ аҭырқәцәа ҳәа. Аҭырқәцәа аӡәымзар аӡәы ицәиаӡам милаҭла. Егьырҭ атәым ҳәынҭқаррақәа рҟынтәи иааины иҳадгылаз изҭаҳархе. Иахьа ҳаицлабны, ҳаимак ҳаиҿак еизырҳауа ҳәынҭқарра ацәшәара ҳаҿызар. Араҟа ирҳәон амилициа ирылшаз ирылымшаз ҳәа. Амилициагьы акгьы ирылшаӡом, даҽа структуракгьы акгьы ирылшаӡом. Ҳара ажәлар зегьы ҳаидгылан, ҳара абри азҵаара ишахәҭоу ала ҳахымцәажәар. Шаацахьоу аамҭа, иахьада аӡәы дахцәажәахьоума? Апартиақәа роума, ауаажәлар рхеилагәқәа роума, аинтеллигенциа роума, зегьы рыԥсы ӡаны итәоуп. Ахала иара ус ҟалап ҳәан. Аус адызулаша ҳара ҳауп, ҳажәлар, ҳара зегьы аҳәынҭқарра аиҳабы аԥхьа наргылан. Иҭаркыз ари аус азыҳәан адырҩаҽны ирышьҭырц иҩуа ажәлақәак дықәлеит. Иҟазҵода ҳаҳҭқәа ракәӡами? Нас ҳархашшаауеит, аус ӡбарҭақәа рҿы аус руам, апрокуратура аус ауам ҳәа. Апрокуратура аус ӡбарҭақәа рҟны инеиаанӡа ҳара ихарбгаларц ҳаҿуп. Зегьы рдыруазароуп. Даҽакала знеишьа шыҟамло, азакәан ишаҳәо ала, рызегьы ирызныҟәартә ишыҟало. Сашьцәа, Ҭырқәтәылантәи иаазшәома, Шьамтәылантәи иаазшәома, ҳарҭ зегьы ҳахшыҩ еилаҵаны ари адгьыл ҳара ара аԥсуаа инхо амацәар иаҳтәӡам. Ари адгьыл ҳашьцәа Ҭырқәтәыла иҟоу, агьырҭ ҳәынҭқаррақәа рҿы иҟоу зегьы рыдгьылоуп абри ишәдыруаз зегьы. По итогам собрания было принято обращение к руководству страны с просьбой предпринять необходимые действия для укрепления связей с зарубежной диаспорой и взять под особый контроль расследование произошедшего инцидента. Ирина Аршба, Алексей Агухава, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. В рамках комплекса мероприятий по организации безопасного движения на дорогах Абхазии премьер-министр Геннадий Гагуля распорядился усилить контроль за исполнением норм, регламентирующих условия эксплуатации транспортных средств в части применения тонированных стекол. Закон регламентирует использование тонированных стекол. Согласно Кодексу об административных нарушениях запрещена тонировка любого автомобильного стекла, а светопроницаемость передних боковых стекол должна быть не менее 75%. Также глава правительства потребовал усилить контроль за соблюдением норм перевозки грузов. Тем не менее, тем временем в столице прошли рейдовые мероприятия Управления государственной автоинспекции МВД Абхазии. За ходом рейда наблюдала и наша съемочная группа. Как оказалось, использование запрещенной тонировки стекол – одно из самых распространенных нарушений. Репортаж Сарисмар. Получив задание, личный состав УГАИ и МВД выезжает на рейд. Было принято решение провести рейдовые мероприятия сразу в нескольких районах столицы. Одно из самых оживленных мест – район вокзала. А вот и первое правонарушение. Сотрудники госавтоинспекции останавливают машину с тонированными передними стеклами. Будем составлять административный протокол. Вот стоит транспорт, сотрудник ГАИ, инспектор будет составлять протокол, будет выписан. Вручим ей административный протокол. Протокол составлен, и один из экземпляров вручен водителю. Сотрудники госавтоинспекции останавливают еще несколько машин. Как оказалось, самое частое правонарушение – наличие тонировки на машинах. Сотрудники ГАИ объясняют, даже неоднократные штрафы не останавливают водителей. Помимо этого, в числе наиболее распространенных нарушений – вождение автомобиля в нетрезвом состоянии и просроченный техпаспорт. Составлено уже 6 административных правонарушений на тонированных стеклах. Остальные тоже составляются без техосмотра, без госномерных знаков.
По словам начальника управления государственной автоинспекции МВД Абхазии Батала Агарба, сложившуюся ситуацию на дорогах можно назвать катастрофичной. Только за период с начала года за вождение в состоянии алкогольного опьянения составлено более 1500 протоколов. Для сравнения, за весь 2017 год за аналогичное правонарушение было составлено 1400 протоколов. Вот почему в рамках комплекса мероприятий по организации безопасного движения на дорогах Абхазии премьер-министр Геннадий Гагулия распорядился усилить контроль за исполнением норм, регламентирующих условия эксплуатации транспортных средств в части применения тонированных стекол. Ведется контроль данного участка дороги, где непосредственно проезжают люди, которые нарушают правила дорожного движения в части тонирования. Ну, сейчас мы стоим на дороге городского значения, здесь нет транспорта, который второй части распоряжения – это нарушение правил перевозок грузов. Есть, если вы обращали внимание, большегрузные автомобили, которые перевозят сыпучие материалы, скажем так, строительные материалы, которые загрязняют дорожные сети, что также влияет на обеспечение безопасности дорожного движения. Наша задача – привлечь к их ответственности, чтобы данных нарушений впредь не было. Только в одном районе города в течение 20 минут было составлено более 20 протоколов. Многие водители с пониманием относятся к происходящему. Некоторые из них сами предлагают на месте снять тонировку. К примеру, водитель этой иномарки, молодая девушка, не стала спорить с сотрудниками ГАИ и даже помогла им. В рейдовых мероприятиях по всей столице сегодня приняли участие более 70 сотрудников управления госавтоинспекции, в том числе и личный состав районных отделов. Подобные профилактические мероприятия в Сухуми проводятся несколько раз в неделю. В районе Синопа ситуация намного спокойнее, но и здесь, по словам сотрудников ГАИ, правонарушителей достаточно. Изъятые регистрационные номера, снятая с передних стекол тонировка и составление протоколов – это все результат сегодняшнего рейда. Сария Смырбислан Джинджолия, Абхазское телевидение. Вице-премьер правительства Астамур Кецба провел очередное совещание по вопросу паспортизации граждан в Гулрыбском районе. Начальник паспортного отдела ПУ МВД Республики по Гулрыбскому району Джон Гуландзе рассказал Астамуру Кецба о том, как проходит процесс паспортизации в районе. По его словам, в Гулрыбском районе паспорта нового образца должны получить свыше 13 тысяч человек. На сегодняшний день паспортный отдел ПУ МВД по Гулрыбскому району выдал 6488 документов нового образца. Кроме того, оформлено 798 паспортов, которые еще не выданы. Владельцам, по словам начальника паспортного управления МВД Абхазии Эдуарда Монаргия, в Гулрыбском районе паспортами нового образца документированы 50% населения. Как мы уже сообщали, в преддверии празднования десятилетия признания Российской Федерации независимости и государственного суверенитета Республики Абхазия и Республики Южная Осетия состоялся пресс-тур абхазских и осетинских журналистов в Москву. Организовала поездку Международное информационное агентство «Россия сегодня». На встречах журналистов с депутатами Госдумы Владимиром Шамановым, Константином Затулиным и сенатором Константином Косачевым обсуждался широкий круг вопросов, таких как развитие российско-абхазских отношений, вопросы межгосударственного сотрудничества в различных сферах, перспективы Женевского переговорного процесса, возможности признания Республики Абхазия и Республики Южная Осетия другими странами, проблемы безопасности в регионе и другие не менее важные вопросы. Почти 2 часа длилась встреча журналистов с первым заместителем председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константином Затулиным. Состоялась очень откровенная беседа по разным вопросам российско-абхазских и российско-юго-осетинских отношений. Затулин рассказал журналистам о первых парламентских слушаниях в 1994 году, о миротворческой миссии России в урегулировании конфликтов, содействии России международному признанию 2 государств, межпарламентском сотрудничестве, о перспективах вхождения Абхазии и Южной Осетии в СНГ. СНГ, я понимаю, почему об этом разговор заходит в Абхазии и Южной Осетии, потому что очень хочется дальнейшего признания, очень хочется легитимации. Но поймите, для большинства государств СНГ, кроме России, конечно, это означает прецедент. Для Казахстана, который наш вроде бы союзник, это прецедент, потому что у него есть свои Абхазии, свои Осетии на своей территории. Ему так кажется. Они называются Южная Сибирь, или Северный Казахстан по-другому, и так далее, и так далее. Они все время думают об этом, что если мы сегодня признаем факт отделения от Грузии
Абхазии и Южной Осетии, то завтра у нас может что-то случиться с нашим Северным Казахстаном, и вот вам прецедент того, что мы сами тоже признали. На встрече затрагивались темы возможностей и сложностей инвестирования в экономику Абхазии, проблемы развития туристической отрасли, запрет на приобретение жилья негражданами Абхазии, нарушение имущественных прав русских в Республике Абхазия, церковный вопрос, национальное представительство в парламенте Абхазии и многое другое. Я считаю, что нам меньше всего выгодно в России. Я сейчас говорю о выгоде, а не о дружбе, там, не обо всем остальном. Это совершенно точно важно. Но нам выгодно, чтобы ни в Абхазии, ни в Осетии не было какой-то внутренней дестабилизации. Участники пресс-тура с абхазской стороны отмечают, что поездка стала замечательной возможностью пообщаться и с известными российскими политиками, и с осетинскими коллегами. Константин Затулин, зампредседателя комитета по делам СНГ, Госдумы России, человек в Абхазии хорошо известный, который знает Абхазию очень хорошо, и он не привык обходить острые углы никогда. Поэтому беседа с ним заняла более 1,5 часов и была очень откровенной. Много вопросов было поднято во время ее. Я думаю, что все журналисты из Абхазии, которые приняли участие в этом пресс-туре, они и уже начали использовать эти встречи в своих публикациях, еще будут, я думаю, не раз к ним обращаться, потому что это было действительно много интересного, зачастую нового, того, чего неизвестно нашим читателям и телезрителям. Организованный МИА «Россия сегодня» пресс-тур для журналистов Абхазии, Южной Осетии, Северной Осетии, Алании проходил в Москве с 24 по 26 июля. МИА «Россия сегодня» решила организовать пресс-тур с целью помочь журналистам Осетии и Абхазии встретиться в Москве с людьми, которые непосредственно принимали участие в событиях августа 2008 года. Объединение пансионатов «Курорт Пицунда» объявило среди гостей Абхазии фотоконкурса «Лучший семейный отдых». Об этом сообщает Апснапресс. Отдыхающим предлагается сделать снимки на территории курорта и выложить их в социальные сети. Никаких жестких критериев к снимкам не предъявляется. Это могут быть селфи и обычные фотографии. Главное условие – фото должно быть авторское, а в кадре необходимо присутствие семейной пары или автора снимка с описанием выбранной локации. Кроме того, автор должен быть подписан на страницу организатора. Конкурс стартовал 27 июля и продлится до 30 ноября в популярной социальной сети Instagram. В качестве награды организаторы конкурса обещают бесплатную путевку на 3 с питанием на 10 дней. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в Абхазии завтра ожидается переменная облачность ночью и в течение дня, преимущественно без осадков. Однако поздно вечером местами возможен дождь. Температура воздуха ночью 21-26, днем 27-32 градуса. Температура морской воды 27 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.